С Сагидой Хашимовной Мухамединовой мы встретились у нее дома. Если честно, не ожидали, что уютная однокомнатная квартирка, в которой живет герой социалистического труда, окажется настолько малогабаритной. Прославленный на всю страну металлург, она выбивала целые производственные цеха для родного комбината. Для себя ничего не выбила. Неудивительно. Разве ради выгоды шли на трудовые подвиги многие поколения наших сограждан? Я работала в ночи. Значит, звонит начальник цеха, я спала днем. Он звонит и говорит: я, Сагида Хашимовна, поздравляю вас с присвоением. Да вы что, я говорю, шутите? Владислав Константинович его звали. Раньше был начальником цеха. Нет, не шучу. Такими вещами не шутят. Ну и это, удивилась. Я даже удивилась, когда первым орденом награждали Ленина. Мы сидим во дворце, и, значит, фамилию называют. Я сижу, а рядом тычет. Тебя же? Да ты что? Я говорю, это же Ленина. Нет, тебя называет. Ну, пошла. Рабочих же полно, все работают хорошо. Ну, а я чего? Простая работница. Не ожидала, конечно. А вот эти звания, почести, они как-то обязывали? А как же? А как же? А как же? Вот эти... это ведь не так себе дается. Мы обязаны работать. Но кроме того, что вы должны дальше продолжать работать, на вас это накладывало еще кое-какие ответственные задания. Вы по заданию комбината ездили в Москву, в министерство и выбивали даже цеха. Но я была членом ЦК профсоюза, поэтому давали, конечно, задания. Я была обязана. Родители Сагиды перебрались в Белорецк из деревни Зуяково еще до войны. Отец работал главным редактором заводской многотиражки «Металл Осен» за металл. Потом началась война. Мне же 15 лет не было, когда я в ФЗО поступила. Не брали никак. Да куда тебя? Ты такая худущая, маленькая. Возьмите. Мой папа на фронте погиб, на строе детей. Отец в 1942 году ушел на фронт в марте, а сестренка родилась в мае. Он ее так и не видел. Взяли. Более 40 лет проработала Сагида Хашимовна на родном комбинате. Бригады, трудовые коллективы, возглавляемые ею, всегда выходили победителями соцсоревнований. Из 4 белоречан, героев социалистического труда, Сагида Хашимовна была единственной женщиной. К тому же она стала единственной во всем Союзе женщиной, удостоенной высокого звания героя в черной металлургии. В свое время коллеги по цеху сочинили о Сагиде Хашимовне частушки. «Знаем мы Хашимовну, бабу стойкую, не сломать ее перестройкою. Подвергаешь всех лютой критике, рассуждающей о политике. Так держи всегда свою линию и останешься героинею». Также многие годы проработала Сагида Мухамединова мастером-наставником, обучала молодежь. Учеников учить – это не привыкать. Я даже молоденькой была, когда в 1949 году по комсомольской путевке нас отправили в Харциск. Там построили такой же завод, вот как наш сталепроволочный. И вот там даже по 4 парня ставили учеников. 1,5 года я там поработала. И вот первая награда моя, почетная грамота, я там получила. Я очень дорожу ей. Комбинат он тогда какой был? Вот какой-то вот особый дух, энтузиазм. Ой, вы знаете, особенно вот демонстрации, вот праздники. Наш завод отдельно шел. Отдельно. И вот впереди, помните, Крупин? Ой, такой вот идет. Многие приходили на Ленина встречать. Сталепроволочники идут. Сталепроволочники. Когда
наш комбинат проходит, бывало, это говорят, на площадь вступают коллектив металлургического комбината. А мы ура! Весело было. Бережливое, хозяйское отношение к народному добру – характерная черта современного передового рабочего. Такого, как герой социалистического труда, каначица Сагида Хашимовна Мухаммеддинова. У этой наставницы немало учеников, и в каждом из них она воспитывает, развивает эту черту. Учит, что чем больше народного добра, тем богаче, сильнее Родина. Глядя на эти кадры совсем недавнего социалистического прошлого, каких-то 2 десятилетия назад, кто-то скажет «идеология и пропаганда». А почему бы и нет? Да, идеология труда и пропаганда труда. Это ведь их трудовой подвиг прославлял Родину, делал державу сильней. Вообще из всех наград самая дорогая какая? Все. Все. Так себе не даются они. Надо вкалывать и вкалывать. Если, конечно, совесть имеешь.